Муталим. Каждый, кто возвращался из леса с дровами, бросал во двор 1 или 2 жердочки, так что у них собрался солидный запас. Как-то вечером тетя Касрат говорит: «С тех пор, как ты, мышонок, пошел изучать святую книгу, к нам в дом пришли тепло и сытость. На разговении после поста нам принесли кукурузы и муки, надолго хватит, а печка наша никогда не тухнет. Прочитай-ка мне что-нибудь божественное». Мехди закрыл глаза, чуть покачиваясь, звучным голосом читал наизусть аят или короткую суру. Голос мальчика лился как ручей. Магические слова ласкали слух и сердце многострадальной женщины. Но в эти вечера она была вполне счастлива. Осенью, когда сельчане убирали с полей кукурузу, Касрат слегла и через месяц умерла. Теперь Мехди редко приходил домой. Что там делать? Дом – это не только 4 стены, а еще кто-то близкий. Все уходили домой, а он допоздна засиживался за учением, а потом тут же ложился, завернувшись в старый палас. Кормился он тем подаянием, что приносили сельчане для муталимов, так называемый напах. А еще у Мехди был друг Тагир, который никогда о нем не забывал. Тагир, научившись по слогам читать Коран, ушел из Худжиря, стал помогать отцу по хозяйству. Иногда он забирал Мехди к себе домой на несколько дней. Обычно это случалось в четверг вечером, и султан и его жена Муаши очень радушно встречали друга их сына. И в Худжре он возвращался с какой-нибудь обновкой. Чувяки, рубашка, шапка, теплый башлык. 7 полных лет проучился Мехди у старика Шавхала. Последние полгода младших муталимов учил Мехди. Мулла сажал его рядом с собой. Интересный человек был Шавхал Мулла. Он никогда, ни при каких шалостях детей не выходил из себя, не ругался, тем более не наказывал розгами. Их, розок, у него вообще не бывало. Плату за обучение он не брал. Учил ради Аллаха. В первый год обучения Мулла наблюдал за характером и способностями муталима. Божественная наука – это лестница, которая поднимается к трону Аллаха. У каждого есть своя ступенька, на которую он может подняться. И если ты попытаешься подтолкнуть его к следующей, повыше, он упадет назад. Оставь его на своей ступени, на которой он стоит прочно. Таков был педагогический постулат этого умного и многоопытного человека. Мулла объявил, что после очередной пятничной молитвы хочет провести коллективную трапезу для всех муталимов. Никто из вас ничего не должен приносить. Все угощения принесут из нашего дома. Наступила пятница. Мулла был наряжен в свои лучшие одежды. Он произнес проповедь о значении в жизни людей наук. Из всех наук он особо выделил науку о божественном. Человечеству нужны правильные алимы, которые доносят до сынов Адама истину в чистом виде. Есть среди нас и такие, которые используют свои познания во благо земного. Такой алим радуется, когда женщины приходят за талисманом. У такого алима карман оттопырен, чтобы рублям было легко проскользнуть дальше. Эти алимы забывают о судном дне, когда за все надо будет отчитаться и рассчитаться. Но Аллах миловал наш народ. Из нашей среды вышли алимы высоких ступеней со светлыми умами и чистыми, как небо, душами. И среди юных муталимов явственно обозначаются будущие светила ислама, да благословит Аллах их на праведный путь. После пятничного намаза муталимы собрались в своем учебном классе. Там хозяйничали жена и дочь муллы. Они доставали из эмалированных ведер чаплики и раскладывали их по тарелкам. Посуду они принесли из дома. Стояли глиняные чашки с топленым маслом, а в середине, прямо на ковре, возвышалась большая горка яблок, груш, пряников и конфет. На печке в котле варился калмыцкий чай, любимый напиток муталимов. Мулла не стал томить проголодавшихся учеников. «Приступим с именем Аллаха. Мехди, садись около меня». Ученики, конечно же, были голодны, но они не бросились на еду с жадностью, ибо от родителей были научены воздержанности, особенно перед лицом женщины. Они стали брать нарезанные вдоль чаплики,
так, чтобы масло не капало им на одежды и ковер. Одной из важных дисциплин, изучаемых во всех худжре, был эздел, то есть этикет. «Ешьте досыта», – ласково проворковала Гошмааха, жена муллы. «Мы будем подкладывать горячие из тех ведер, которые стоят на печке. Запивайте чаем. Рашад, следи за тем, чтоб кружки не стояли пустые». Старики произнесли хвалу Господу после того, как все поели досыта. Муталимы встали и вышли в прихожую, чтобы помыть руки. Обычно они просто всполаскивали, а сегодня пришлось мыть с мылом, пальцы были в масле. Таков завет пророка – мыть руки до и после еды. Это соблюдалось неукоснительно. Шавхал-Мулле, дочь, принесла тазик, мыло, полотенце и воду. Он тщательно вымыл руки, сидя на своем месте. Возле горки сладостей поставили кувшин со свежей родниковой водой. Затем Шавхал-Мулла произнес: «Мехди, сынок, это была трапеза прощания с тобой. Вы меня больше не хотите обучать?» – дрогнул голос у Муталима. «Я бы хотел, очень хотел, но ты взял все, что у меня есть. Тебе нужно идти дальше. Я написал письмо Гинез-Мулле из Ахки-Юрта. Дальше ты будешь учиться у него. Да благословит Аллах твой путь в науку». Старик опустил голову, притянул к себе любимого ученика. На глазах у него были слезы, многие из товарищей тоже прослезились. «Шавхал-Мулла, разве Гинез-Мулла выше вас в познании науки об исламе?» – еле выдавил из себя Мехди. «Он настолько выше меня, сынок, что я со своей ступеньки этой великой лестницы не вижу спину Гинез-Муллы. Я ничего не преувеличиваю». Явившись в Ахки-Юртовское худжре, Мехди передал письмо новому своему учителю. Тот внимательно его прочитал. «А на словах он ничего не передавал?» «Нет, но отправляя меня к вам, мулла сказал», и он дословно передал оценку его знаний, которую услыхал от старого учителя. Гинез-Мулла положил лист бумаги перед собой на ковер и задумался, а затем глубоко вздохнул. «Все свои познания я, не задумываясь, отдал бы за его иман». Он задал всего 2 вопроса в виде испытаний. «Как ты думаешь, Муталим, где корень большинства ошибок сынов Адама?» Мехди ответил стихом из Корана: «Создан человек из поспешности. Я вам покажу мои знамения. Не торопите меня». Он утвердительно кивнул головой. «Какое из преступлений людей больше перед лицом Творца нашего? Соблазн больше, чем убиение. Я научу тебя всему, что знаю сам, Муталим, если на то будет воля Господня. У тебя в Ахки-Юрте есть родственники, которые могли бы дать приют? У меня здесь нет родных. Ты будешь жить с муталимами, которые постоянно ночуют в худжре. Я позабочусь, чтоб ты не голодал. Завтра начнем занятия. А сегодня устраивайся и знакомься». Мехди поблагодарил учителя, взял свой сверток и прошел в класс. «Ассаламу алейкум». «Ва алейкум ассалам», – недружным голосом ответили ему несколько муталимов, сидевших кружком и о чем-то беседовавших. «Меня зовут Мехди. Я приехал учиться». Сидевшие приподнялись, назвали себя, а один спросил с ухмылкой: «Ты хоть знаешь все 40 арабских букв?» «Нет», – отпарировал Мехди, – «я знаю только 29 из них, остальные 11 оставил тебе». Муталимам понравился этот ответ, они засмеялись. Остряк сконфузился. Потом он будет подкалывать новичка, чтобы вернуть победу. Но однажды Мехди отложит Джейн и серьезно скажет ему: «Зубейр, здесь худжре, а не школа остряков. Я пришел учиться, а учеба – серьезное дело. Все». Он весь отдался учебе. Обычно муталимы после утренней молитвы ложились спать до прихода учителя. Мехди же на свежую голову повторял особо трудные места. Муталимы ложились спать, он корпел над книгой. Они пробуждались и видели его за учебой. Муталимы были народ веселый. В 17-18 лет душа парит, чего-то особого требует. Муталимы любили на досуге бывать на гуляниях. Мехди ни разу не посетил гуляния. Даже в день разговения уразы он ходил поздравить семью Тагира, возвращался в худжре и садился за чтение.